Итак, Гузель, хотелось бы начать диалог с такого вопроса. Вы говорили о том, что изначально «Зулейха открывает глаза» писалась как сценарий, да, а не как вот книга. Откуда вообще появилась изначальная идея создания, написания такой истории? Ну, идея появилась очень давно. Дело в том, что раскулачивание – это часть моей семейной истории, а именно часть истории жизни моей бабушки. И моя бабушка, Шакирова Раиса Шакировна, она рассказывала много о своем сибирском периоде жизни. Она провела 16 лет на Ангаре, на притоке Ангары, и это был ссыльный поселок, таежный поселок Питгородок. С 1930 по 1946 год бабушка жила в Питгородке, она там выросла, она туда приехала 7-летней девочкой и уехала обратно уже 23-летней взрослой девушкой, женщиной молодой. Так что раскулачивание коснулось нашу семью напрямую, и эти рассказы были у нас в семье. Бабушка рассказывала не очень много, но достаточно. Другое дело, что я в свое время не записала за ней с диктофоном все, что она рассказывала. И после ее смерти мне захотелось побольше узнать о том, что было тогда, в 30-е годы. И главное понять, где сформировался очень твердый, жесткий бабушкин характер. Потому что у нас были очень близкие отношения и очень такие непростые. Поэтому мне было интересно, где она закалилась. И я стала изучать тему, я стала читать мемуары других раскулаченных, и в них я находила то, что бабушка рассказывала. Я находила детали, которые вспоминала, что бабушка также рассказывала. Например, о том, что людей часто забирали по ночам, не днем, когда можно было защититься или позвать соседей на помощь, а по ночам. Что очень долго везли в поезде, не понимая, куда их везут. Что привезли куда-то в голое пустое место и оставили выживать. Вот эти все вещи я читала в мемуарах, вспоминала, что рассказывала бабушка, и позже объединила все это в материал для романа «Зулейха открывает глаза». Мгм, мгм. А скажите, пожалуйста, есть ли в вашей книге героини, похожие на вас? Вы знаете же, автор, он всегда, в общем-то, почти в каждом герое рассказывает что-то о себе. Поэтому, наверное, да, можно сказать, что и в героине Зулейхи, и в других героях есть кусочки меня, наверное, да, так можно сказать. Другое дело, что я не списывала Зулейху с себя, я не списывала этот образ со своей бабушки, нет, я создавала все-таки придуманный образ, вымышленный образ, потому что моя бабушка – это скорее все-таки сын Зулейхи Юзуф, если уж мы говорим о каких-то параллелях с реальной жизнью, потому что бабушка выросла в Сибири, она приехала туда маленькой девочке, ей было 7 лет, а уехала взрослой женщиной, взрослой девушкой, давайте скажем так, ей было 23 года. Она точно так же, как и многие на поселении, говорила по-русски больше, чем на родных языках. У нее был прекрасный русский язык до конца жизни, она работала учительницей русского языка и литературы в школе. Поэтому вот здесь скорее бабушка моя, конечно, это Юсуф. Мгм. Вот мы знаем историю, да, из книги, получается, из сериала уже в центре внимания судьба татарской женщины, которая нашла счастье в межнациональном браке, так скажем. И в Татарстане достаточно такое полярное мнение о межнациональных браках, да? Как вы относитесь к этому явлению? Вы знаете, мне кажется, что межнациональный брак – это вообще самый главный критерий мирного уживания наций и национальностей. И в Татарстане, насколько я знаю, доля национальных браков примерно 30%. Причем я интересовалась специально, смотрела статистику по советскому времени, это было тоже примерно 30%. И недавняя статистика, уже 2000-х годов, это тоже 27-30%. То есть эта доля неизменна. По-моему, это очень здорово. Это совершенно замечательный показатель того, что люди живут с людьми, а не татары с русскими или с другими национальностями. Я сама нахожусь в межнациональном браке. Мой муж мой русский, а у меня брат находится тоже в смешанном браке. И мне кажется, что постепенно, конечно, эта тема, она просто станет совершенно обычной темой. Поэтому я к этому отношусь совершенно замечательно. Больше того, я с гордостью рассказываю об этом за рубежом, потому что о Казани, о Татарстане знают не все. А меня достаточно много приглашают рассказывать о своих романах. У меня 2 романа.
Я с презентациями иногда езжу и там рассказываю о Казани, представляю Казань. Я никогда не упускаю этой возможности. Я люблю очень свой город. Я всегда упоминаю, что это город, где стоят рядом и мечети, и православные храмы, и стоит тут же, кстати, и бывшая лютеранская церковь. Теперь она снова стала лютеранской церковью, когда-то была Домом культуры. Так что я об этом рассказываю с гордостью и всегда упоминаю эту цифру 30% доли смешанных браков. Мгм, мгм. А скажите, пожалуйста, можно ли назвать вот роман «Зулейха открывает глаза» историческим? Или это все-таки исключительно художественное произведение, не претендующее вот на историчность? Вы знаете, одно другого не исключает. Я, конечно, здесь, наверное, не очень правильный собеседник, потому что оценивать свой роман не очень правильно, не очень корректно, но надеюсь, смею надеяться, что это и художественное произведение, и историческое. Поясню. Я его выстраивала, конечно, как драматургический сюжет, как историю все-таки женщины, как историю человека, но при этом я очень внимательно отслеживала все, что касается исторического материала. Утоплена под этой историей женщины большая история, она присутствует всегда в тексте. И для меня самые большие комплименты, которые я получала, самые дорогие комплименты, давайте скажем так, наверное, это комплименты историков, которые, прочитав роман, увидели в нем документарную косицу, то есть видели вот эту вот основу историческую в романе, насколько я могу судить, и как рассказали мне те историки, с кем я консультировалась, нет каких-то исторических ляпов. А, Если кто-то хочет, может попробовать их найти. Больше того, роман вычитывали историки, делался так называемый факт-чекинг, ну, то есть такое профессиональное слово, обозначающее, что историк читает материал на предмет, нет ли там каких-то ошибок исторических, которые автор по незнанию может допустить. Поэтому здесь моя совесть спокойна, работа была сделана достаточно ответственно, я к этому очень строго отношусь, и те исторические факты и те цифры, которые называются в романе, это правда. Мгм. Сейчас уже вышло 5 серий сериала «Зулейха открывает глаза». Как вам экранизация Мне вашей экранизация книги? очень нравится. Я скажу честно, я опасалась того, что я увижу, просто потому что а, федеральный канал, история о раскулачивании, все-таки такая тема неоднозначная, как выяснилось. И мне казалось, что есть риски. Что есть, во-первых, риск сделать из этого излишнюю мелодраму. Мелодрама, конечно, есть в сериале, и она достаточно сильная, гораздо более сильная, чем в романе, но все же эта мелодрама вполне уравновешена голосом большой истории, которая также звучит. Во-вторых, мне казалось, что есть риск сделать не очень достоверное кино и очень мягкое кино. Здесь тоже могу сказать, что это, конечно, большая заслуга режиссера Егора Анашкина, который сумел найти баланс между страшным, жестким и все-таки светлым, потому что то, что показано в фильме, это в основном правдиво, и это уравновешено личными историями героев. Мгм, мгм. Вот в фильме, сейчас вы поймете, к чему этот вопрос, да, в фильме есть некоторые моменты, вот, к примеру, там имена муфтиев, да, при перекличке зачитываются, которые вызвали вот некоторое раздражение у зрителей, так скажем. С вами вот консультировались по подобным эпизодам? Я сценарий читала его дважды. Этот сценарий я комментировала. Другое дело, что не все в сценарии есть изначально, какие-то вещи появляются позже, поэтому момент с муфтиями прокомментировать вам не смогу, но для меня самой тоже был удивителен. Я не знала, что так получится. Не могу сказать, почему так вышло. Здесь вопрос не ко мне. Но все, что касается общие канвы текста и основных решений сцен, это я видела и тоже комментировала. Другое дело, что мой голос был не голосом вето, это был консультативный голос, и каким-то моим замечаниям прислушивались, каким-то нет. Но я старалась помочь создателям сериала, как могла со своей стороны. Мгм, мгм. Вот когда вы написали изначально книгу «Зулейха открывает глаза», вы сразу понимали, что вот это хорошая книга?
Я понимала, что это честно написанная книга. Я максимально честно старалась писать. Я максимально тщательно штудировала материал и сделала все, что могла для того, чтобы текст был достоверен. Я очень действительно много внимания уделяла теме достоверности. Для меня это было важно. Это то, что я могу со своей стороны рассказать, а уже оценки раздавать не мне, а читателям. Мгм. А расскажите, пожалуйста, как вам предложили экранизировать ваш роман? Когда это произошло? Это произошло практически быстро очень после выхода книги. Я не помню сейчас точно дату, но на меня вышел канал России, ВГТРК, вернее, компания ВГТРК, и мы стали общаться с редакторами, с продюсерами. Достаточно быстро был заключен договор, и я тогда же отказалась писать сценарий сама, просто потому что не хотела еще дольше жить с историей Зулейхи и не хотела резать по-живому вот эту очень близкую для меня историю. Поэтому я не писала сценарий, как уже рассказала, только консультировала по запросу. Если какие-то вопросы возникали, мне присылали текст, я смотрела и комментировала, но не более того. Мгм. А скажите, пожалуйста, кого бы вы могли видеть в роли Зулейхи помимо Чулпан Хаматовой? Вы знаете, дело в том, что я других актрис не видела. Я очень люблю Чулпан Хаматову. Я с самого начала, когда только был написан сценарий «Зулейха открывает глаза», а изначально эта история была рождена как сценарий, я сразу представила себе Чулпан в этой роли. И, в общем-то, других кандидатур не возникало. И вот теперь уже, посмотрев весь фильм, я видела весь, все 8 серий, могу сказать, что это совершенно правильное решение. Чулпан блестяще сыграла. Мне кажется, вообще это одна из ее лучших ролей, или даже лучшая роль, потому что я пристрастна в этом вопросе. Мне кажется, что та громадная метаморфоза, которую Чулпан показывает от первой серии к последней, от бессловесного такого совершенного существа к сильной женщине, к свободной женщине с таким очень твердым и жестким взглядом, это сыграно блестяще. Совершенно превосходное решение было заставить героиню всю первую серию молчать, потому что это как раз-таки показывает характер героини, как раз-таки раскрывает ее гораздо полнее, чем слова, которые могли бы произноситься. За всю серию Чулпан произносит, Зулейха, извините, произносит единственное слово «моё», и это то, что ее характеризует. Это слово «моё» имеет, конечно, очень большой вес, просто за счет того, что оно одно на всю серию, на все 55 минут. И это то, что свекровь Зулейхи, упыриха, говорит о своем сыне: «Моё, говорит, ты мой, я тебя никому не отдам». И вот это вот чувство «моё», ребенок это моё, Зулейха преодолевает его в конце истории. И для меня это и есть самая главная ее победа. Победа над собой, вот над этим чувством собственности по отношению к детям, которое иногда у матерей бывает. Поэтому первая серия совершенно молчаливая, и это, во-первых, очень сложно сыграть, потому что попробуй-ка сыграть одними глазами. И великолепный совершенно диалог Зулейхи с Муртазой, то есть актеров Чулпан Хаматовой и Рамиля Сабитова, он меня совершенно подкупил. И с другой стороны, это очень смелое решение именно для сериала, для телевизионного фильма, потому что, как правило, телевизионные фильмы любят слова. Им нужно говорить много для того, чтобы зрители слышали смыслы, чтобы эти смыслы проговаривались. И даже если показывается что-то на экране неким образом, раскрывается смысл, то обычно его дублируют еще словами, чтобы точно всем было понятно. В фильме совсем не так. Фильм «На Зулейхе», первая серия такая вот молчаливая. Это, по-моему, смело для телевизионного канала такое допустить, разрешить. Поэтому мне кажется, что фильм, он, конечно, владеет обоими инструментариями. Инструментарием сериальным, да, это такая вполне по конвенциям жанра созданная мелодрама в каком-то смысле, да, мелодрама, увлекательная достаточно, с интересными местами, красиво снятая, но, с другой стороны, это инструментарий большого кино тоже, потому что молчание героини на протяжении 50 минут – это инструментарий большого кино. Молчаливые сцены – это инструментарий большого кино. Мгм. Мгм.
А сколько вам было лет, когда вы начали писать книгу? Именно книгу, и что это была за книга? Ну, я написала книгу первую, которая называется «Зулейха открывает глаза». Я не помню, сколько мне было лет, но можно посчитать. А, Я, наверное, в сценарную школу я поступила, наверное, в 2012 году, то есть мне было 35, но писать начала, конечно, до... Я сейчас не могу сказать, мне было за 30, давайте скажем так. Мне было за 30, когда я начала писать роман о Зулейхе, и это и есть моя первая книга. До этого у меня были детские всякие опусы, но это было в юности еще. Я много писала, Мгм. но очень-очень давно. А после был очень большой перерыв, и в 2014 году, в начале 2014 года, вышел первый мой рассказ в журнале «Нева». Это был рассказ «Мотылек», где не называется, но описывается остров Свияжск, такая полуфантастическая немножко история про маленького мальчика-сироту, живущего с дедом на Свияжске. Очень люблю это место, просто это мое место. И дальше уже сразу был роман о Зулейхе. Мгм. Мгм. Можете ли вы сказать, что известность писателя, она какая-то особенная, отличается вот от других каких-то профессиональных? Не знаю, здесь не ко мне вопрос. Я веду достаточно уединенный образ жизни. Да, бывает, что много езжу, то есть есть периоды активные. Сейчас в связи с ситуацией в мире, конечно, все планы отменены, и непонятно, когда вообще все это как-то будет восстанавливаться. Я имею в виду свои планы. Но я стараюсь разбивать жизнь на активные периоды и пассивные. В активные я езжу, выступаю, а в пассивные стараюсь больше писать. Мгм. А можете ли вы сказать, что не можете молчать о чем-то, и поэтому вы пишете об этом? Ну, это такие слова красивые. Не знаю. Просто есть темы, которые волнуют. И выбор темы для написания большого длинного текста – это очень серьезная вещь. Потому что с этой темой придется жить несколько лет. Если ты выбираешь эту тему, то ты с ней живешь. И ты не можешь ее начать и бросить, потому что это будет тогда уже такое, совершенно такая незакрытая рана, будет, которая будет болеть. Поэтому, конечно, выбирая тему, нужно быть очень осторожным, понимать, справишься ты или нет, а насколько эта тема вообще тебя изменит, как-то хотя бы чуть-чуть пытаться предполагать. Просто потому, что есть темы непростые, и погружаясь в них, меняешься сам. Это я поняла и на примере первого романа, и особенно на примере второго романа. Второй мой роман «Дети мои» у немцев Поволжья, и я, конечно, тоже погружалась достаточно глубоко в материал, и это тоже меняет. Если ты живешь в какой-то достаточно непростой теме много месяцев, то это, конечно, не может не сказаться. Поэтому вот здесь я бы сказала, что просто есть некое пересечение, с одной стороны, темы, которые интересуют, с другой стороны, все-таки психологических вопросов, которые интересны, вопросов психологии человека отдельного, его отношений. С третьей стороны, есть, конечно, какие-то свои глубокие комплексы, желания, неотвеченные вопросы. И вот на стыке всего этого и появляется какой-то текст. То есть здесь я бы не стала вот так вот... Ну, я ответила, надеюсь, да. Мгм. Мгм. Спасибо. Почему вы не стали переводчицей? Вот мы читали ваше интервью до, и вы владеете несколькими языками. То есть, на мой взгляд, вот писательство и перевод, переводческая деятельность, они связаны. Ну, знаете, я владею не несколькими языками, а если говорить об иностранных, то это немецкий, английский, при этом немецкий очень неплохо, а английский, ну, это не самая сильная моя страна, давайте скажем так, то есть я бы совершенно точно не взялась переводить ни с английского, ни на английский. А, я работала переводчицей, я работала даже профессионально, у меня в трудовой книжке записан переводчик, но это был устный перевод больше, и перевод не литературный, не художественный. Я никогда не увлекалась художественным переводом, это отдельное искусство, и это совершенно точно отдельный образ мышления.
Мне не было это интересно, признаюсь. Я даже вот сейчас иногда получаю предложение что-то перевести, допустим, с немецкого, я просто не возьмусь. Нет, это нужно иметь другой характер, наверное, и просто по-другому мыслить. Мне интереснее писать свое. Мгм. А какие книги вы читаете? Вот всегда интересно спросить у писателя, который пишет сам, что он читает. Вы знаете, здесь я отвечу просто, я читаю не так и много. Я читаю много документального или по теме, над которой работаю. Просто потому, что когда ты находишься в какой-то теме достаточно глубоко, многие вещи могут отвлекать. Поэтому читаю в перерывах между заныриванием в свою тему, читаю больше тех авторов, кому доверяю. Я с удовольствием их назову. Это, конечно, Людмила Евгеньевна Улицкая. Для меня это автор номер один. И у меня сейчас вышла недавно совсем новая книга, называется «О теле души». Это сборник рассказов, очень светлый сборник, очень легкий, не в смысле смыслов, а легкий, извините за тавтологию, а легкий именно по тому ощущению, которое остается после прочтения. Хотя на очень непростую тему, на тему перехода в небытие. Вопрос, где эта граница между бытием и небытием, есть ли смерть? Вот эти вопросы занимали Людмилу Евгеньевну, и я с удовольствием прочитала этот сборник. Это первый автор. Второй очень важный автор для меня – это Евгений Водолазкин. Это, конечно, для меня очень большая фигура и очень интересный человек, которого можно часами слушать, как он рассказывает о своих вещах или не о своих. И здесь тоже есть очень свежий сборник, сборник рассказов и эссе, который называется «Идти бестрепетно». И он также, как и первая книга, вышел в редакции Елены Шубиной. Это сборник очень разных рассказов и эссе из разных периодов жизни автора. И, с одной стороны, очень умная, тонкая мысль внутри бьется, и с другой стороны, это очень смешно. Я получила огромное интеллектуальное удовольствие и хохотала, когда читала. Поэтому Евгений Водолазкин «Идти бестрепетно». Ну и третий автор, которого я назову, это, наверное, пускай будет Алексей Иванов. Я очень его люблю, я очень уважаю его многоплановость и то, как он умеет быть продуктивным и при этом разносторонним. Алексей Иванов пишет очень разные вещи, пишет очень много. И каждый раз это хорошая литература. Не могу сказать, что мне все его вещи нравятся. Нет, далеко нет. Но я восхищена совершенно его талантом и его многогранностью. Мгм. А какое самое необычное письмо или отзыв вам приходили от ваших читателей? Вы знаете, здесь могу назвать имя человека, с кем мы ни разу не встречались, но переписываемся до сих пор. Его зовут Асхат Аскарович Мингазидинов. И это житель города Уфа. Он написал мне после выхода романа о Зулейхе. Тогда ему было 93, сейчас ему, наверное, получается 97 лет. Он жив и здоров, насколько я знаю, желаю ему здравствовать очень долго. Он написал мне письмо после прочтения романа просто потому, что и в его жизни очень многие ситуации, описанные в книге, произошли. Он написал мне длинное очень письмо, писал не сам, писала его дочь под диктовку. В этом письме описана вся его жизнь. И в этой жизни очень много пересечений оказалось с судьбой моей бабушки. Ну и, соответственно, с тем, что описано в книге, в романе «Зулейха открывает глаза». И вот мы с ним переписываемся время от времени, не часто. Он мне даже прислал в подарок свои картины. Поэтому вот такая интересная, ну пусть не дружба, но такая связь образовалась с уважаемым читателем из Уфы. Мгм, мгм. А хотелось бы вам выучить вот сейчас, не знаю, или когда-то вот вы придете к тому, что вы хотите выучить татарский язык. Вы знаете, татарский язык я знала с детства, просто я его потихонечку потеряла, находясь в Москве, живя в Москве. Я здесь уже больше половины жизни живу, я просто... Мне не с кем было разговаривать, и потихонечку татарский ушел из моей жизни. Другое дело, если меня забросить, я не знаю, на месяц в татарской деревне, то я думаю, что я легко вспомню все, что знала в детстве. Мгм, мгм. Пишете ли вы сейчас книгу? Занимаетесь ли написанием новой книги?
Я занимаюсь написанием нового текста. Я пока не возьмусь Мгм. рассказывать, просто потому что текст не готов, поэтому непонятно, когда это случится и как вообще случится. Очень надеюсь, что я справлюсь, потому что тема тоже сложная. Вы И сейчас не можете, извиняюсь, сказать, о чем она будет нет, примерно? нет, не хотела бы. Но это также история из раннего советского прошлого нашего. Поэтому здесь не возьмусь рассказывать, просто обозначу, что да, надеюсь, что третий роман будет. Очень надеюсь, и я стараюсь, работаю над этим. Мгм. И последний вопрос, который бы хотелось задать. Вот, нет ли у вас опасений, что сериал запретят по требованию вот некоторых политиков, так скажем? Ну, вы знаете, это решать не мне. Сериал получился прекрасный. То, что его смотрят много людей, и рейтинги за 3 дня уже есть, и они очень хорошие, это меня радует. Это означает, что, конечно, люди смотрят, люди не отказываются, и люди сами хотят понять, в чем там дело. И я признательна всем, кто смотрит. Поэтому здесь давайте смотрим дальше, будем смотреть, что дальше будет. Да. Мгм. Спасибо вам большое, Гузель, за интервью. Благодарю. Всего доброго. До свидания. Так, сейчас